Подведены итоги годичной работы театра под руководством Мадины Валиевой. В Госкомитете информации и печати состоялась итоговая пресс-конференция директора Госдрамтеатра. Год Коста был ознаменован значимыми изменениями в театральной жизни республики и завершился громкой премьерой одноименной драмы и концертом классической пианистки всемирного масштаба Златы Чочиевой. В 2020 году Южная Осетия отметит 100 лет геноцида осетинского народа, и в настоящий момент прорабатывается сценарий спектакля на эту тему. Нам обещали к концу этой недели представить сценарий. Сценарий будет прочтен на художественном совете, ознакомлен со всеми. Все выскажут свои мнения. Если он будет достоин, значит, тогда худсовет примет решение и начнется работа над ним. Мадина Валиева отметила, что суммарный доход от спектаклей только за второе полугодие 2019 года, включая гастрольный тур труппы в Северную Осетию, составил более 2,5 миллионов рублей. И в этот период театр посетили 8036 зрителей. 2020 год принесет театралам новые достижения. В рамках программы духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения предлагаются следующие проекты. Бесплатное посещение спектаклей национальной, русской и зарубежной классики с последующим обсуждением, постановка спектаклей по нардскому эпосу, а также проведение международного театрального фестиваля «Свирель от Самаза». Это развивает у учащейся молодежи понимание культурного наследия и бережного к нему отношения. Далее мы бы хотели также театральный фестиваль международный провести от Самаза Воденс, «Золотая свирель от Самаза». И участниками в этом фестивале международном будут коллективы республик Северного Кавказа, а также Абхазии. Я думаю, что вот эти 3 проекта будут одобрены правительством. Руководство театра как может решает многолетнюю проблему нехватки кадров, и в минувшем году труппу пополнили новые молодые специалисты. Чтобы немного омолодить состав учреждения, в этом году будет прорабатываться вопрос подготовки студии, в которую будут набраны молодые люди с последующим направлением на обучение в Щепкинское училище в Москве. Нам подготовили курс, который именно в Щепкинском училище готовит национальные курсы, которые работают на родном языке. Я думаю, что это одно из в том числе наших приоритетных направлений, чтобы у нас люфта такого не случилось, профессионального, возрастного, я имею в виду, то есть чтобы были молодые, мы будем работать над этим. Апрель обещает быть насыщенным на гастроли, сообщила Валиева. Театр участвует в программе «Обмен гастролями». В связи с этим мы сможем насладиться множеством новых постановок от североосетинского и абхазского коллективов. Североосетинская труппа привезет несколько спектаклей, и практически все они будут премьерными. В этом году также обещают наладить работу сайта Госдрамтеатра. Идет активное привлечение русскоязычного зрителя благодаря синхронному переводу спектаклей, и работа в этом направлении будет продолжаться. К сведению родителей, в театре совершенно бесплатно работает детская комната, где вы можете оставить свое чадо в возрасте от 3 лет под присмотром квалифицированного педагога и спокойно насладиться просмотром. Цены на билеты повышены не будут, по крайней мере в этом году точно, отметила Валиева. Марьяна Чочиева, Сармат Гузитаев. Информационный выпуск «Сегодня».